Интересно, что Иоанн описывает, что вышла вода и кровь. И люди думают, что это просто метафора крещения или что-то в этом роде. Нет, нет, нет. Именно это и произошло. Перикардиальный выпад, который выходил и был похож на воду, а также кровь. И он был объявлен мертвым. Журнал Американской медицинской ассоциации несколько лет назад опубликовал оценку смерти Иисуса Христа. И вывод был таков, цитирую: «Очевидно, что весомость исторических и медицинских свидетельств указывает на то, что Иисус был мертв еще до того, как ему была нанесена рана в бок». Теперь помните, у нас есть копия, написанная до Иисуса, так что она не была отредактирована после. Это то, что я изначально сказал как скептик. Типа, вы знаете, Иисус пришел, а потом они просто отредактировали текст. Нет, мы нашли полную копию книги пророка Исаии в свитках Мертвого моря в 1948 году. Полную копию, которую вы можете прочитать онлайн, если умеете читать на иврите. Но вы можете также прочитать перевод. Там написано в точности, как в нашей современной Библии. И это за столько лет до смерти Иисуса, примерно за 600 лет. Итак, за 780 лет до Иисуса Исаия написал все эти пророчества. У нас есть... Какие пророчества? Я вам расскажу. Если вы не верите, что Иисус Мессия, если вы не считаете Библию сверхъестественной книгой, если вы считаете, что сама идея пророчества глупа и суеверна, что Библия просто не может содержать реальных пророчеств, которые действительно сбылись в истории в целом, то вам нужно досмотреть это видео до конца. Потому что Шон Райан провел встречу с Лиз Стробелом и Джоном Бёрком, и они представили удивительные доказательства того, что исторический Иисус на самом деле является предсказанным Мессией, о котором писали за сотни лет до его рождения во многих местах, с очень конкретными подробностями о том, как он умрет и как все это произойдет, и что он на самом деле является Мессией, воскресшим Спасителем мира. Другими словами, что христианство на самом деле истинно. И если вы скептик, добро пожаловать. По крайней мере, послушайте некоторые из этих свидетельств. У нас есть сохранившаяся копия всего свитка пророка Исаии, которая датируется 150-300 годами до Рождества Христова. Это копия оригинала книги пророка Исаии, написанного в 780 году до нашей эры. И она хранится в музее. С ней ездят по Соединенным Штатам. Вы можете прочитать ее в интернете, узнать, что именно там написано. И вот что там написано. Исайя 9. «В Галилею пришел свет, ибо младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут имя ему, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Это иудаизм. Вы не можете назвать человека Богом. Есть только один Бог, и Он вечный Яхве, Я Есмь, сам вечный сущий. И все же в иудаизме примерно в 780 году до нашей эры, и даже раньше, было предсказание этого времени, что Бог войдет в человечество и явит себя в образе сына, ребенка, и придет в Галилею. Хорошо. Итак, из всего мира это очень определенное место, верно? Определенное описание человека. Он будет происходить из рода Давида. Если вы когда-нибудь читали Библию, вы всегда задавались вопросом, зачем они расписывают все эти дурацкие генеалогии? Потому что они имеют отношение к прошлому. Это показывает, что на самом деле так и было. Хорошо? Так вот, это отвечает на вопрос «кто?». Теперь немного о том, где. В Михее 5.2 также говорится, что он придет в Вифлеем, хотя это самая маленькая из деревень. «Из тебя произойдет правитель Израиля, происхождение которого от дней вечных». Кто же может прийти из дней вечных? Итак, он собирается прийти из Вифлеема и Галилеи. Вот и все, мы знаем где. Теперь остается узнать, когда. В книге пророка Даниила в главе 9 Даниил молится о том, что они, евреи, находятся в плену в Вавилоне. Это примерно в 500-400 годах до нашей эры. Даниил молится, а что с нами произойдет? И ангел Гавриил приходит к нему и говорит: «Я пришел сказать тебе, что произойдет с еврейским народом». И он говорит, что он пришел научить его разумению. Также он сказал, что срок начнется от указа о восстановлении Иерусалима. Иерусалим был стер с лица земли вавилонянами. Это реальная история. От указа о восстановлении Иерусалима до Мишаха, что переводится как Мессия, до прихода помазанника Мессии. И затем он приводит хронологию. Причем в буквальном смысле этого слова. Он говорит, что будет по сути 7 седьмин, плюс 62 седьмины.
Я думаю, есть веские основания полагать, что седьмина — это 7 лет. Итак, 69 раз по 7 лет — это 483 года с момента издания указа о восстановлении Иерусалима. Интересно, что в 7 главе книги Ездры мы находим этот указ. Именно Ксеркс был персидским царем, издавшим этот указ. Хотя Библия, Ветхий Завет, написана на иврите, этот указ написан на арамейском. Это язык персов. Это буквально тот указ, который был включен в текст книги Ездры. И это было в 7-й год правления Ксеркса. Британская энциклопедия сообщает нам, что правление Ксеркса началось в 465 году. Таким образом, буквально мы знаем, что с 457 года, через 483 года, придет Мессия, ну а это 27-й год нашей эры. Это ответ на вопрос «когда?». И, кстати, даже если вы не занимаетесь церковной математикой и не следуете ей, ангел продолжает и говорит Даниилу, и все это есть в 9 главе книги Даниила. Он говорит, что Мессия придет и будет убит, а затем придет правитель, который разрушит город и храм, то есть город Иерусалим и храм. Хорошо, теперь подумайте об этом. Это все случилось. В 70-м году нашей эры римский полководец Тит уничтожает город, разрушает храм, и ангел говорит, что Мессия будет убит до того, как это произойдет. Это реальная история. То есть, если Иисус не Мессия, то Мессии никогда не будет. Нет. И затем в 53 главе книги пророка Исаии, помните, у нас есть копия, написанная до Иисуса. Так что это не было отредактировано после. Это то, что я изначально сказал как скептик. Как будто, знаете, Иисус пришел, а потом они просто отредактировали текст. Нет. Доказательства говорят, что нет. В 53 главе книги пророка Исаии говорится об этом. И 52 глава рисует эту картину. Там говорится, что он был, как они говорят, мужем скорбей. Так его называют. Там объясняется то, чего мы не понимаем, что Иисус придет и будет править, но сначала Он должен был прийти и пострадать. И это было предсказано. И еще там говорится, что Он будет так изуродован, как ни один человек до Него. Я думаю, что Он был едва узнаваем. Так там написано. И еще там спрашивается, почему была явлена рука Господня. Итак, идея в том, что через Иисуса мы не видим всего бесконечного Бога-Творца, которого невозможно вместить во времени и пространстве. Это похоже на то, как Его рука проникает в нашу реальность. И там сказано, что Он зашел перед Ним, Он вырос перед Богом, вечным Отцом. Он был презираем и отвергнут человечеством. Он был пронзен за наши грехи. Это было еще до того, как было применено распятие. Это было еще до того, как римляне изобрели распятие. Но в Псалме уже говорилось, что кости его рассыпались, а именно это происходит с плечами, когда человека распинают. Да, и там говорится почему. То есть там говорится, зачем он будет это делать. Там написано, что ранами его мы исцелились. Он был мучим за беззаконие наши. Потому что... И это 53 глава книги пророка Исаии. «Все мы заблудились, как овцы. Мы сбились с пути. Но Бог возложил на него грехи всех нас». Видите ли, это может быть связано с некоторыми юридическими аспектами, о которых я говорил ранее, и с тем, что вы называете законами духовной сферы. Я имею в виду, почему он должен был прийти и пройти через это, чтобы спасти нас. Что ж, прежде чем мы перейдем к этому, я хочу подтвердить то, что только что сказал Ли. Потому что даже Иисус на кресте, когда Он сказал, это все реальные вещи, и Он кричит, Боже мой, почему ты оставил меня?» Кто кричал? Иисус. Объясните. В прежние времена псалмы не были пронумерованы, поэтому они цитировали первую строку, чтобы показать, какой именно псалом цитируется. Итак, вот Иисус на кресте, и Он говорит, Боже мой, почему ты оставил меня?» Это первая строка 21-го псалма. Псалом Давида написанный за 1000 лет до нашей эры, за 1000 лет до этого. Предсказание. Я имею в виду, что кости рассыпятся и так далее. Это идея о распятии еще до того, как распятие придумали. Да, Он говорит, «Они пронзили руки мои и ноги мои. Они окружили меня, как стая собак. Они разделили между собой мою одежду. Солдаты бросали жребий. Кому достанется одежда? Во рту у меня пересохло, как черепок. Он хотел пить. Это результат гиповолемического шока. Мое сердце превратилось в воск.
Вот что Ли изучал у доктора Метерелла. Да, доктор Александр Метерелл, который был одним из ведущих мировых авторитетов в области распятия Иисуса. Я взял у него интервью для своей книги «Аргументы в пользу Христа». И, конечно же, все эти предсказания только усиливают реальность того, о чем мы говорим. Это было историческое событие. Но это было событие, предсказанное за сотни и сотни лет, что придает ему еще больше достоверности и сверхъестественного участия. Да, то есть Давид предсказывает с точки зрения Мессии, на что будет похоже распятие, и что его сердце превращается в воск. Все его кости растянуты, его руки и ноги пронзены насквозь. Рука в те времена на греческом и иврите рассматривалась по-другому. Запястье считалось частью руки. Да, и люди говорят, что так оно и было. Это было очевидно. И вы можете представить, что там находится нерв. Там есть нерв. И это все равно, что взять вот этот нерв, взять плоскогубцы и просто сжать его. Когда вы протыкаете запястье 7-дюймовым гвоздем, это ужасный, кошмарный способ умереть. Они освобождали римских граждан от распятия. Вы не могли распять римского гражданина, потому что это было слишком ужасно. Они пытались передать сообщение: не связывайтесь с Римом. И именно поэтому они выставили его на всеобщее обозрение. Да, у меня есть друг, он служил во Вьетнаме, и он вернулся. И однажды он столкнулся с евангелистом, а мой друг был евреем. И тот парень показал ему Исаию 53, 52 и 53, о которых говорит Иоанн, которые предсказали Иисуса. И он спросил: «Как ты думаешь, о ком тут говорится?» И мой друг Льюис сказал: «Об Иисусе? Но очевидно, что это было подделано. Очевидно, что это было, знаешь». Поэтому он позвонил своему родственнику и сказал: «Пришли мне, пожалуйста, оригинал наших священных писаний. Я хочу сравнить». Он прочитал и понял, что то же самое говорится и в оригинале. И вероятность того, что все это сбудется, была настолько смехотворно ничтожной, что он принял Иисуса как своего спасителя и пастыря и стал пастором. Его зовут Льюис Лапиццо. О, вау! Да, итак, то, что Ли говорил о том, что доктор Метерелл сказал о крови и воде. Подумайте об этом. За 1000 лет до распятия Иисуса было написано, что мое сердце превратилось в воск внутри меня. Очевидцы распятия Иисуса говорят, что Он висел на кресте. Он висел между двумя ворами. И это было на Пасху. Это тоже важно. И солдаты пришли и сломали ноги 2 ворам, так, чтобы они не могли приподняться и набрать воздуха. Именно так они ускорили смерть, переломав им ноги. Потому что они хотели, чтобы они умерли до начала пасхального вечера. Римляне сказали: «Ладно, неважно». И они сделали это. Они переломали им ноги, но не Иисусу, что было еще одним пророчеством. Ни одна кость его не сокрушится. Вместо этого римлянин, чтобы убедиться, что он мертв, пронзает копьем его бок. И, как сказал Ли, Иоанн пишет об этом. И это было до того, как появились медицинские знания. Он не знал. Он не знал применения того, что говорил. Он сказал, что потекли кровь и вода. Хорошо? На что это указывает? И что выяснил Ли, беседуя с доктором Метереллом? Это указывает на то, что при сердечном приступе в перикарде скапливается жидкость. Это прозрачная жидкость вокруг сердца. И вот что произошло. Иисус умер от сердечного приступа. Как и говорится в 21-м псалме: «Мое сердце превратилось в воск». Вау! И поэтому я верю, и я не знаю, что Ли думает по этому поводу. Но я верю, что когда Иисус воскликнул: Боже мой, почему ты оставил меня?» И он ссылается на 21-й псалом, в тот момент он испытал все грехи, боль, ненависть и раны каждого человека за всю историю человечества. Он почувствовал это, и его сердце не выдержало. Его человеческое сердце не выдержало. Так что на самом деле он не умер от ран. Он умер на кресте, но Он умер, взяв на себя все наши грехи и заплатив за них, как безгрешная жертва. И это еще одна дикая вещь, вся система жертвоприношений в иудаизме. Верно, предсказание. 1500 лет назад они должны были приносить жертву ягнят каждый год, чтобы заплатить за свои грехи за предыдущий год и покрыть их, чтобы укрепить их веру в Бога, в то, что грех в конечном счете оплачен. Хорошо? Вся эта система жертвоприношений происходила в храме. Согласно Моисею, это могло происходить только в храме. И это была последняя Пасха. И Иисуса распинают на Пасху. Когда и происходит все это, ежегодное жертвоприношение. Итак, Он умирает на Пасху. А затем, как мы уже говорили, 40 лет спустя, храм разрушается, чтобы больше не было жертвоприношений.
Так что это загадка для еврейского народа. Точно. Где теперь расплачиваются за грехи? Они были оплачены раз и навсегда. Точно. Иоанн Креститель указал на Иисуса и сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Таким образом, он применяет эту еврейскую систему жертвоприношений к высшей жертве, которая является безгрешным Сыном Божьим, который заплатит ту жертву, которую мы заслуживаем за совершенные нами грехи. И все же он берет это на себя, чтобы мы могли быть прощены. Есть огромная сила в том, что Творец всего сущего и совершенный святой Бог готов запачкать свои руки, вмешаться в наши дела, решить нашу самую большую проблему, бороться с проблемой зла и обеспечить нас через свою смерть и воскресение. Он использует механизм, с помощью которого человечество может обрести вечную жизнь и вечную радость через связь с Ним. Не просто праведность ради праведности, но праведность, данная нам ради познания Его, для того, чтобы стать соответствующими Ему созданиями, ради отношений с нашим Создателем, которых Он, по-видимому, желает настолько, что готов пойти на все это. Так почему же мы сопротивляемся величайшей милости? Почему мы сопротивляемся величайшей радости, ожидающей нас, когда Он прошел через величайший ад ради этой радости, ожидающей Его? Не всегда будет трудно понять степень бунта в человеческом сердце против такого любящего и славного Бога. Но если вы смотрите это видео сегодня, и какой-то аспект этого великого славного Бога и того, что Он сделал для вас, доходит до вас, если правда об этом доходит до вашего сердца, я просто хочу сказать, примите меры. Не будьте просто слушателем Слова Божьего. Отдайте свою жизнь Богу. Примите Христа. Имеющий Сына имеет жизнь. Не имеющий Сына не имеет жизни. Это так ясно сказано в Писании. Просто откройте Евангелие от Иоанна. Прочтите его. Прочтите сегодня все до конца. Я делаю вам вызов. Жизнь так коротка. Не тратьте впустую еще один день. Жизнь — это пар поднимающийся. Это мгновение ока. Она такая короткая. Но решения, которые мы принимаем в отношении этого славного креста и Христа, который был заклан за нас, звучат в вечности. Они имеют вечное значение. Итак, выберите сегодня, кому вы будете служить. И знайте, что жизнь с избытком обретается во Христе. Я могу сказать за себя, что когда-то я был потерян, но теперь я найден. Когда-то я был мертв, но теперь у меня есть жизнь. Когда-то я был слеп, но теперь я вижу. Время позднее. Царь грядет. Выберите в этот день, кому вы будете служить.